Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодняшний наш ролик будет посвящен финальной подкормке чеснока и лука репчатого озимой посадки. Ну, конечно, мы поговорим и о обычном луке, который садили весной. Ну, смысл всех этих работ в чем заключается? Смотрите, уже желтеют листья чеснока, начали появляться стрелки. Это говорит о том, что наш чеснок уже готовится к уборке. Пожелтение листьев остановить уже нельзя, это созревание растений. Из листьев идет отток туда в луковицу. Значит, что будет влиять на размер нашей луковицы? Ну, первое – это удаление стрелок. Урожай повышается на 30%. Чем раньше мы удалим стрелки, тем больше будет урожай. Ну, зеленую массу мы нарастили, теперь надо, чтобы все это ушло в луковицу. Если не удаляем стрелку, это все идет в стрелку. Луковица мелкая. Удалили стрелку, это будет идти туда, вглубь, в луковицу. Луковица будет крупнее. Ну, этому процессу надо помогать. Оттоку питательных веществ из листьев в луковицу способствует фосфорно-калийное питание. Вот. Ну, в большей степени, конечно, калийное. Поэтому мы будем применять какие-то определенные приемы, чтобы заставить вещества пластические опускаться в нашу луковицу. Ну и давайте начнем все по порядку. Ну, начнем со стрелок. Ну, значит, если вы помните, в одном из их роликов я сказал, что в производстве никто стрелки не дергает. Настраивают жатку на определенную высоту, там 40-50 сантиметров, и она идет, все срезает. Вот. Наши огородники многие умудряются дергать стрелку. За стрелку тянут, что из силы вытягивают. Значит, что при этом? Травмируется сама луковица, травмируется донце, и на луковице часто появляется гниль, серая гниль. И наш чеснок ко времени уборки просто-напросто сгнивает. И народ недоумевая, хороший здоровый чеснок был, а взял сгнил. А все из-за того, что стрелку дергали. Ее надо срезать, но не выдергивать. Срезаем стрелку, оставляя пенечек где-то 1,5-1 сантиметр над листьями. Куда мы стрелки можем использовать? Стрелки мы можем использовать в питании. Их замариновать можно рецепту в интернете море. Ну и, во-вторых, стрелки можно использовать для борьбы с той же самой тлей. 200 грамм стрелок, перекручиваем в мясорубку, заливаем кипятком и остыло и опрыскиваем против тли. Результат превосходный. Стрелки можно заморозить, использовать, если у вас их много, и использовать так постепенно. Потому что вы же не будете там делать, например, тонну того раствора. Вам надо гораздо меньше. Поэтому со стрелками мы как бы уже разобрались. Теперь будем подкармливать. Если ваш чеснок имеет здоровый вид, вот, например, как у меня, не видно признаков болезней, вот, таких повреждений явных не видно, значит, ну что, самое простое, что мы можем сделать? Взять древесную золу, никаких не надо химичить. Вот 2 стакана древесной золы на 10 литров воды размешали и пролили. Ну, стараться проливать больше не между ради, а по родам, по луковицам. Это уже как бы будет и защита, и питание нашего чеснока, и будет способствовать увеличению веса луковиц. Нету золы, опять не проблема. Поскольку в большей степени на отток питательных веществ влияет калий, значит, можно использовать сернокислый калий. Но запоминайте, сернокислого калия берется не ложка, а 2 ложки на 10 литров воды. Разбавили, по луковицам, по родам пролили. Нету сернокислого калия, у вас монокалий фосфат. Он всегда вы держите под рукой для помидор, там, для других культур. Опять же, 2 столовые ложки на 10 литров воды взяли, пролили по родам. Все. Отток идет очень интенсивно, за неделю все питание спустится вниз в луковицу, и ваш чеснок просто на глазах станет желтеть. Это говорит о том, что уже как бы он готов к уборке. Признаки готовности к уборке чеснока зимового вы, надеюсь, знаете. Что оставляем 1-2 стрелки, как только треснула оболочка, обнажилось соцветие, значит, все, чеснок надо копать. Если передержать больше, что будет? Луковицы просто-напросто потрескаются. Если у вас чеснок не стрелкующийся, первый признак созревания, как того же и лука репчатого, это полегание. Начинает лук ложиться и чеснок не стрелкующийся, все, его пора копать. Ну, этот момент, как бы вы уяснили, тут понятно. Но смотрите, бывают нюансы. Вы каждый год, вроде бы у вас растения чеснока развиваются нормально. Вот. Потом, когда начинаете копать,
уже луковицы сгнившие. По луку еще хуже бывает обстановка. Его пришла пора убирать, вы достаете, а донце сгнило. Луковицы нету, наверху только шляпка осталась. Значит, что необходимо сделать, чтобы этого не было? У лука гриб фузариум вызывает гниль донца. У чеснока ботритис вызывает эту серую гниль и распад луковицы. И она имеет после этого неприятный такой запах. И чеснок полусгнивший. А лечится это одинаково. Значит, смотрите, если вы помните, в многих советах есть такая рекомендация, что для того, чтобы не было луковой мухи, лук проливают 100 грамм соли на 10 литров воды. Так вот, для чеснока и лука, если у вас из года в год повторяется ситуация, что они есть испорченные экземпляры, и довольно много, и что проявляется время хранения, значит, что мы сделаем? И что не поздно, это сделать за 2 недели до уборки урожая. Если позже, уже смысла большого нет. Значит, мы используем хлористый калий. Но хлористого калия мы берем по объему 150 грамм на 10 литров воды. Хлористым калием мы проливаем по родах. Значит, что получается? Большая концентрация хлора уничтожает возбудителя фузариоза и ботритис, серую гниль. Чеснок и лук будут прекрасно сохраняться до уборки. Это будет особенно важно вот сейчас на озимых. И если не пропустите момент, точно так же, такой дозой, вы можете подкормить лук, который был посажен весной. Он сейчас зеленый, красивый, так вот надо эту инфекцию убить на корню. Конечно, можно обойтись без хлористого калия, если вы так недолюбливаете сильное удобрение. Значит, мы будем использовать тогда 2 компонента. Триходерму профит будем использовать и сернокислый калий, или он же сульфат калия. Здесь берется ложка сульфата калия и 100 мл триходермы профит. Все вместе перемешиваем и опять же проливаем по родах. Значит, опять же, эту работу надо делать за 2 недели до уборки урожая. Это способствует оттоку питания в луковицу, и триходерма за это время размножается и обеззараживает наши луковицы. Так что способы очень простые. Используя эти 2 способа, вы будете иметь здоровые луковицы. Так что, резюмируя, повторюсь еще раз. Первое, что вырезаем стрелки. Второе, подкармливаем растения или сульфатом калия, или монокалием фосфатом. Если растения больные, то хлористым калием 150 грамм на 10 литров воды. Если не хотите химии, значит, используем сульфат калия, столовая ложка 10 литров воды, и триходерму профит, потому что там очень сильные штаммы грибов собранные, которые быстро борются с болезнями. А сейчас мы посмотрели наши чесноки, посмотрим наш лук под зимней посадки и перейдем к луку, который был посажен весной. Мы переместились, перед нами лук весенней посадки. Это сорт Exhibition, который был посажен рассадой. Вы видите мощные, красивые, здоровые листья, и вот уже видно внизу началось утолщение. То есть уже начала расти луковица. Вот здесь нам надо применять или золу, полив раствором золы, 2 стакана на 10 литров воды по родам. Или второе, брать сернокислый калий и триходерму. Это даст что? Будет способствовать оттоку питания из листьев в луковицу и, соответственно, будет защищать от болезней наши растения. Поэтому осенью, не осенью, в августе месяце на этом месте мы соберем богатый урожай крупных здоровых луковиц. И в очередной раз мы посмотрим результаты наших опытов посадки чеснока. Вот опять находимся возле грядки с чесноком, который был высажен в начале сентября прошлого года. Заметьте, что луковицы мелкие, которые мы садили целыми луковицами, семейные, видите, уже активно желтеют, то есть идет активный отток питательных веществ. Значит, они созреют раньше, чем те, которые имеют стрелки. Уже очевидно. Судя по стеблям, урожай должен быть неплохой. Через месяц мы с вами встретимся, и мы посмотрим, какой размер луковиц, и
сколько граммов будут весить луковицы от посадки головками и одиночными зубками. Ну, сейчас, видите, какие растения мощные, красивые. Посадка 10 сентября. Сейчас пойдем к посадке 25 сентября. Посмотрим там результаты. Сейчас мы пришли к чесноку озимому, который посажен 25 сентября. 20 дней. Всего лишь, как бы, вот заметьте, насколько слабее растения. Ну, листья не такие мощные. Вот. Хотя почва одинаковая примерно на обоих этих градочках, одинаковый уход. Вот вам сразу же наглядный пример сроков посадки. Ну, об этом будем говорить окончательно, когда будем выбирать чеснок. Покажем размер луковиц с поздней посадки, ну, как бы не совсем поздней. Многие сажают еще позднее и хвастаются, что их прекрасный урожай из ранней посадки. Ну и еще мы посмотрим лук под зимней посадки, который уже полег и который готовится к уборке. Что делать, мы уже рассказали, а на лук давайте взглянем. Лук под зимней посадки. Ну, конечно, у нас тоже был эксперимент по посадке крупного и мелкого щелка. Но результаты будут видны, когда они полностью высунут, и мы уберем. Мы покажем вам в своем ролике. Большой ассортимент чеснока скоро будет в наших магазинах «Процветок». Заходите. Заодно вы сможете приобрести семена лука различных сортов. До новых встреч!